что, давай, кормилица, твой выход. Полточка. Ну, что-то вон туда можно ко мне. Сюда положу. Сумку, холодильник сюда. Вот так вот. Отходим. Аккуратно. Шторм 2 балла. Да, такие волняшки, блин. Серьезные гребешки. Но мне кажется, сейчас за поворот уйдем, поспокойнее будет. Вообще, вот смотри, что творится. Нормально лодка держит, слушай. Прям останавливает, слышишь? Видишь? Ладно, потихоньку пройдем эту прямую. Что, друзья, салам алейкум. Первый выход, ребята, на новой лодке. В полной вообще экипировке. Загрузились, как обычно. Забрали все, даже что не нужно. В общем, сегодня с Юрьевной, ребятки. Первый выход Ионы. 7 мая. Это ранний выход, ребят. В такую раннюю весну мы еще никогда не ходили по рыбалке, но сегодня решили махануть. Новая лодка, ребята, выходные, в общем. Да Юрьевна уже, давай, говорит, вывози. В общем, мы тут тормознули, тут немножко зачище. Сейчас проходили поворот, ну просто волны вот такие космические. Ну ничего, ребята, Гладиатор 380, Гладиатор 9.9, 15, в общем. Проверяю ее сегодня по полной. В общем, как и хотел, вот именно посмотреть по нагрузке, как оно что будет, потому что взяли самую тяжелую палатку, раскладушки, которые летом они не нужны, печку особенно. Ну, в общем, вот те вещи, которые летом мы их не берем. В общем, загрузка тяжелая. В общем, ну что, мы вперед. Сегодня у нас балдеж, кухня, отдых, рыбалка, ребят, не знаю, короче. Отпуск, ребята, Юрьевна говорит, в отпуск. Короче, поехали в отпуск, ребята, и, конечно же, в лес, Куда? Только вперед. В общем, все, ребята, давайте с нами побалдеем, попробуем порыбачить налимо, в общем. Найдем берег, сейчас только искать берег, ребята, потому что здесь пляж, вот, ну, он залит, вот обрыв, ребята, он залит. Короче, есть 5 точек, на которых я стою по налиму. Будем их смотреть, потому что место нам надо найти реально по рыбалке. Все, ребят, приятного просмотра. По-братски лайкосик, сразу же вдогоночку чайку налили. Ну и вперед. Погнали.
Ну что, друзья, поднялись мы прям с самых верховьев, где я вообще езжу на мотособаке и в целом на лодке, где вот, ну, перспективные точки. Короче, ребят, все просто залито. Тут курья заходит, остановились так немножко подумать. В общем, проезжали все, сколько у нас? Раз, два, три, четыре. 4 точки, ребят, и, короче, вот так, плюс-минус 4 донки, на двух только всего лишь. Опять же, без дров, без ничего. Что, Ирина, тут будем базироваться, да? Не знаю. На эту, которую. Короче, ребят, встанем на эту рядышком, которая вот недалеко за поворотом. Ну, на то что-то я не знаю, плюс-минус. Опять спускаться вниз. Короче, сейчас тормознем, выйдем, посмотрим, в общем. А потом будем решать. Ну, половодье, ребят, рыбалка в половодье. Мужики охотятся, сетки ставят. Но мы хотим поймать налима. Кстати, в прошлом году, ребят, в это время у нас разлива не было, тоже ночевал. Тоже поймал, кстати, и взял в то время, в прошлом году. Сегодня тепло, у нас первый день тепла. Вообще классно, да, Юрина? Да. Шикарно, ребят, шикарно. Просто плюс 16, наверное. Ладно, давайте туда спустимся. Остановимся и посмотрим. В общем, ребята, вот маленький островочек, который вот он есть. Там где-то мой стол я делал когда-то. Поворотисто, и здесь небольшой затишок. В общем, заскочим, посмотрим. Так-то все затоплено полностью, вообще все. Тут вообще максимум, ну не знаю, донки 3, наверное, 4 я смогу поставить. И все. И все. А вот мой стол, который когда-то был. Ладно, смотрим. Давай прям на лодку вставай. Оба! Оба! Сегодня еще ветер очень сильный. Ой, смотри, что творится. Ужас. Костер нам нельзя делать в такой засушливой зоне. Это будет совсем неправильно и... Не, костер-то все равно будем делать. Вон, смотри. Вот мой стол. Это я его делал, реально, ребята. Убивал сюда колья. И вот этот мосток я вот ложил. Вот такой стол у меня здесь был. Но это было вода совсем другая, конечно. Вон, смотри, все затоплено. Мы здесь вообще как на острове получается. Потому что там все идет вода. Маленький островочек. Сюда у нас палатка лезет, смотри, как склевывает. Сюда. Сюда палатка тогда станет вообще в огонь. Ладно, будем думать. Да, ребят. Рано, понятно, рано. Сидеть надо дома, ждать. Но охота, зараза, ребят, сами понимаете. Такая погода, первый день тепла. Ну вот, в общем, вот этот кусок, что просто у меня есть. Именно по рыбалке. Вот, ну максимум от лодки. Раз, два, три, четыре, пять, 6. Ну слушайте, можно растянуть, можно. Течение идет по той стороне. Соответственно, здесь как бы ни было тиховод, но в данный момент, конечно, очень жесткий. Все равно. Но опять же поляна сухая. Без дров, правда. На той стороне сушина лежит. Можно что-то, конечно, кромсануть. Не можно, а нужно. Ну и в общем все, ребята. Вот здесь, еще здесь. А пляж вот там где-то начинается еще, по сути. Ну тут уже, наверное, смысла нету, но все равно кинем, конечно. В общем, 6 доночек. Местечко вручает. Хорошее место, оно мне нравится. По жерлицам здесь я взял своего рекорда. Налим 4 килограмма. Ладно, ребят, что? Будем пробовать.
Давайте начнем. В общем, раскидались с вещами. Ну, что я скажу, ребят, водка идет в огонь. Вообще в огонь. Просто песня. Стрелять газенько, потихонечку. Никуда не спешу. Не газую. Расход. Сейчас поставим стол. Сразу. Юрина кушать хочет с работы. Ничего не ела. А я с утра в деревню уехал, ждал, собирался. В общем, копал червей. Пойдет Юрина здесь? Под кустом. Стулья мы не брали, но у нас есть раскладушки. Взяли 2 раскладушки свои походные. Так что сейчас поставим раскладушечку и будет где присесть. Давай, помогай. Хватит семки хавать. Да. Мест нет, ребят, еще. Это нас ждать. Выгоняют отсюда, да? Угоняю, да, местные. Здесь мы охотимся, здесь мы сетки ставим. Здесь не ходи, сюда не ходи. А мы-то едем отдыхать. Обалдеть. Оба. Которая новая? Новая, да? Как? Ну, мне нормально. Мне вообще лучше всех. Да, я думаю, вечерком ветер успокоится хотя бы. Дрова придется, ребят, кочевать с того берега. Иначе никак. Ну, сейчас мы тут. Хотя можем возле костра варить сразу, нет? Стол ставить. Ну, потом сделаем, посмотрим. Ну, давай, ладно. От ветра будет зависеть. Красота, ребят, на природе. Ранняя весна. У нас еще ничего даже не зеленеть. Пытается даже, не пытается даже. Ну, в общем, сегодня вот первый день тепла. И, мне кажется, начнется зеленуха. Вот так в целом все равно круто. Мои любимые места вот тут наверху. Тишина. Много зверя здесь, кстати, лосей очень много. Здесь болото недалеко. Постоянно здесь лоси переход. Ну, мы затоплены, ребят. Я сейчас сходил, покрутился. Вокруг вода. В общем, у нас тут такой пятачок, в общем. Есть береза. Вот там стоит одна. Можно березовый сок поставить. Вот так посмотрим. Ну, дрова, ребят, на той стороне сушины какие-то валяются. Здесь потому что ничего нету. Ну, дровишки нам в любом случае нужны, так что поеду, сейчас буду как-то пытаться пилить. Посмотрим. Ну и на костерок надо. Как бы палатка палаткой, но все же охота, уже тепло, уже охота посидеть просто на воздухе. Палатка на зимой уже надоела. Чудно, да? Чудно, просто чудно. Отлично. Юрию на острове оставил. Сейчас пойду дровишек посмотрю. Кстати, вот этот пол, ребят, который вот такой ребристый,
бак не скатывается. На той лодке у меня скатывался бак постоянно. И сейчас можно его как утяжелитель ставить. Полный бак сегодня, кстати, залил. Посмотрим. Ну вот вижу тут сушину, там сушину. Сейчас посмотрю, в общем. Под этот берег прям моет. Вообще страшное течение. Ну вот, друзья, смотрите, что-то есть. Есть дровишки. Только как сюда подойти, блин? Ё-моё. Обрыв-то мощный, блин. Да, хорошие дрова. Тут и, кстати, пилил уже в этом году, что ли. Ну, сейчас вот попилим. Вот как-то так. Больше вариантов нету. Сейчас лодку привяжу. Лодочку сейчас привяжу. Ну и что, не покарабкаем тут, поцарапаем. Как-то так. Столько птиц. Здесь болото. Кулики эти болотные. Какой-то кол, блин. Так, здесь шиповничек. Ну, в общем, что-то вот из этого арсенала, друзья. Больше никак в половодье дров не достать. Больше половодье дров не достать. Да, вот что-то из этого. Ну вот. Опа! Вот так вот, ребята, в половодье дрова добываются. А без дров никуда. Так, сучков нету. Опа. Стоять. Опа. Опа. Вот так вот. Нежно, аккуратно. Сейчас вытащим потихоньку. Ну вот и отлично. Главное, без фанатизма, чтобы чурки не упали. Ну вот, ребят, как-то вот таким макарчиком, аккуратно, без сучков. Ну а что делать? Я бывал даже как-то цеплял и волоком таскал по воде. Ну, можно и так. В принципе, ночь будет теплая, этих дров должно хватить. Какой-то кол нашел. Такой древний.
военный даже. Но он в воде был, топленый. Примыло его. Ой, он весь сухой. На ней плывет? Ну все, дровишек заготовили. Надеюсь, хватит нам. Так, ну сколько здесь? Одну здесь, тут вот тут крутит как бы. Ну, в общем, иду туда. Посмотрим. Сколько, Ларис, время уже? 5 часов. Ну вот. Надо, ребята, потихоньку начинать расстанавливаться, потому что весенний налим, он бывает и в это время уже клюет. Так что не будем терять времени. Выставимся и потом начнем лагерем заниматься. Так, наживка червь. Сегодня копанул, кстати, свежих. Ох, шикарные красавцы. Сегодня Ларис даже садок взял, представляешь? Наверное, зря. Но все же будем надеяться, что замочим мы садочек. Так. Ну что, колокольчики побросаем. Посмотрим, как трава, как что. Все, погнали. Первый прямо отсюда полетит. Блин, ну здесь надо доставать, потому что здесь так бережок, потом свал и само русло. Там крутит, ну метров, наверное, 20 даже, наверное, отсюда. Если буду шмалять, метров 20 браться. Так, у меня здесь старая дудочка с одним поводочком. Раз, два, три, 4, 5. Раз. 15 метров, ребят, сделал. Не знаю, посмотрим. Сейчас как встанет. Здесь у меня ложка 150 грамм. 150 грамм ложечка. Ну вот эта точка. В принципе, не знаю. На нее ставки поставим. Опа. Вот использую дождевого червя белого. Он более крепкий. Потому что, сами понимаете, ребят, заброс, такой удар об воду, трава всякая разная. Вот 3 штучки пока нацепим. Потом посмотрим, добавим сейчас. Так, ну что, первое, 15 метров. Полетели. Ну, в принципе, куда и хотел. Нормально. Упала. Упала. И даже вот подкручивает. Ну, то бишь стоять будет, ребят, нормально. Короче, метра 4-5. До русла не дошел, не достал. Но опять же, рыба-то всякая ползает.
Ох, погода-то, ребята. Погода дает. Просто балдежа. Сегодня будет великолепная ночь, мне кажется. Шикарнющая. Лишь бы дождя не было. Ну все, братва, дело сделано. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, ну 7 штучек, как и планировал. Тут даже зачистил немножко, потому что, ну, места нету вообще. Маленький-маленький островок, на котором мы тут будем обитать. Там, смотрю, в лесу еще снег лежит. Ну, вот эти вообще как раз классно стоят. Здесь крутит. В общем. Ну, хотя рано. Я сам понимаю, что рано, ребят. Ладно, что? Продолжаем, ребят, заниматься лагерем. Дровишки поколем. Что-то надо уже и ужин-то, в принципе, делать. 6 час. Вот эти прям стоят. Видите, ребят, как классно. Там крутит. Ну, посмотрим. В общем, ребята, у нас же все-таки как пикник. А мы люди здоровые, крепкие. Мы немножко балуемся. Сегодня у нас праздник. Юрина вышел в отпуск. Да, Юрина? Да, на один день. На один день. И два выходных. Так что, мне кажется, сам Бог велел. Бог терпел и нам велел. В общем, мы немножко выпьем. Взяли бутылочку вина, коньячка. Нарезал, смотрите, какого сальца, ребята. Опять со своим тесаком. Нож хорош. В общем, давайте подымем. У Пашки. Это у Пашки, да, Ковалевского. Мы тут вооружены, ребята, смотрите. У Юрина, кстати, свои ножи. У меня свои. Так что как-то так. Мне твоими неудобно. Так, надо штопор найти. А в этой сумке, ребята, есть все. Есть и штопор, у нас есть все. Хорошее вино. Выпьем. За победу. За победу надо поднять, мне кажется, 100%. А за победу попозже. За прибытие, за рыбалку. Ну-ка, вздерну очку. Опа! 3 секунды. Отлично. С такой армейской кружки, ребят. Ну, о чем их походе же? Не бокал же подавать, правильно? Нужно было и бокал. Ну, слушай. Опа. Поет, певучий. Сразу поет. Ой, блин. На острове. Как клево, да? Мы на острове, ребята, просто мы в лес. Мы уехали где-то примерно в районе 20 километров от дома. Ну, от поселка по реке. Все, здесь уже, да, здесь реально тихо, спокойно, никого нету. Птички. Только птицы, весна. Давай подымем. Чтобы было хорошо. И нам за это ничего не было, да? Давай налима поймал. Дай бог, дай бог. Ну, сама видишь, ранее А лучше весна. 2. Да и вообще в целом за лодку, за новую. По красоте 3. Вообще в целом то, что что-то как-то получается. Пока нормально на плаву. Хотя в данный момент, ребят, монета закрыта и как бы снимаем видео чисто так, как бы для настроения. В общем, никакого заработка нету. Ну, просто поддержите, братцы, пальчиком в воздух. Хорошим комментарием и хорошим настроением, в общем.
будем. Давай. Чин-чин. Опа! Наточил я свой топор. Головешек полон двор. Люблю качественную дрова, конечно. Опа. Вот и спрашивали, топор постоянно спрашивают. Победит, ребята, средний. Юрина подарила мне на день рождения. Топор Каон, блин, вообще огонь. Цены у него нету. Он стоит в разы меньше, чем Фискарс, но не уступает, я вам скажу. Зимой и летом со мной. Это просто идеальная вещь. Это у нас осинка, ребят, попалась. Ну, дерево старое, даже не скажешь. А вот это у нас елочка. Вот это елочка. Сучкастая вся. О, вот это запах. Ох, ребята, вот это смола. Вот это порох таежный. Хрен замерзнешь от него. Отличный. Вообще балдеет запах от этого. Четкий. Четкий. Вот, ребят, смотрите. Можно ложки делать. Но обычно из ольхи делали ложки. В общем, дело к ужину. Костерочек спалили, ребят. Перебазировались мы, короче, с этой полянки сюда. Не стали уже там на траве делать. Старое костровище. Мой стол. В общем, не знаю, мы его не стали полить. Пускай будет под что-то, да, Ларис? Мало ли там, да. Судака будем 9-килограммовым чистить. Да. Вот, и то трава уже, смотри, пошла. Немножко. Ну, сейчас она немножко обгорит, потопчем ее, и все, здесь потом уже ничего не будет. Нормально. Ну что, Ларис, рассказывай. Что сегодня у нас будем на ужин делать? Ну, хотела сделать бифстроганов из говядины. Говядину взяла. Это что, в пленке, что ли? В вакууме. Ни хрена себе, блин. Первый раз такое вижу, ребят, смотрите. Что сейчас только не делают, да? Говядинка. Да. Что, помочь чем-то, нет тебе? Нет, мне не надо помогать. Ну, тут он рассказывал, Для что... бифстроганова не взяла томатную пасту. Сметану взяла, а томатную пасту нет. Так что будет ПП без строгана. Ну и без что? томатной пасты. Нормально пойдет. Что он так острый? Будем резать вот так. А как мы давно с тобой не уезжали, слышишь? Ну? Просто, ребята, уже так просто соскучились, просто реально вот по этому кайфу. А вот, чтобы понимали, ребят, смотрите, мы здесь готовим. Вот река, половодье. Новая лодочка стоит. Костерочек распалили. И сейчас что-то будет вкусняха какая-то по-любому. Так что вот как-то оно так. Ладно, сейчас готовлю посуду. И на костре будем готовить, Ларис? Ну, наверное. Или на плитке? Ну, можно на природе. Давай на костре. Ну, давай.
Когда-то, друзья, ребят, лет, наверное, 7, наверное, говорит, да, или 8 назад. Здесь была лодка, фрегат, первая моя. Да, я подарила ему. Кстати, опять Юрина подарила мне на день рождения. Видите, ребят, как женщина сопровождает, просто сопровождает хобби. 10 лет назад, в 12 году это было. 10 лет назад даже. И здесь я сейчас, В мае. ну да, в мае, перетащил, ребят, все это дело в кухню. Здесь у меня котелки, сковородки, всякие разные. Вот целая сумка под кухню просто. Сковородочка, казанчик еще есть. Здесь опять же специи, чай, все вот здесь, ребят. Здесь можно резервом жить, реально. Вот беру ее. Ну это вот лодка была. Вот так вот. Я говорю, каждый нож сам себе выбирает индивидуально. Под расположение пальца, ну вот под размер пальца, под всё. конечно, Это вообще все зависит, потому что Естественно. я не могу, например, вот твоими ножами вообще ковыряться, мне неудобно. Готовить, допустим, да? Да, рукоятка. Ну а какая-то, здесь, ещё допустим, вот что-то. этот нож рыбак мой. Кстати, ребята, от компании Росберг. Парни дают промокод 10%. 95 Х18 кованая. Это вот нож рыбак. Во-первых, взять простую нержавейку, точнее, ну, простую сталь, ржавеющую. После рыбалки, естественно, где-то побывала вода, где-то что-то. Ну, ты не просушишь. Достаешь просто нож весь ржавый. Тяжело следить. А здесь вот для меня вот постоянно вода, где-то ковыряю, где-то режу, там что-то, он мне подходит. Это во-первых, раз. Ну, тут серейтер есть. Чистить рыбу. Ну, я им не пользуюсь. Привыкли вообще вот так чистить. А Юрина вообще у меня ногтями чистит. Она просто шкребет, короче. Такие пилы у нее там свои. Так что у него там свой серейтер. Ну, в целом, как-то так. Да, согласен. Под что-то вот, допустим. Есть у меня тоже нож другой. Вот, я дал парням разделывать. Сказали вообще огонь, Андрюха. То что, ну, согласен, конечно. Под каждый нож, под свое что-то. Не, на кухне Ну, вообще ножи. На кухне я не могу вот одним. Некоторые умеют одним ножом пользоваться вообще. На кухне. Ну, нет, слушай, ну да. Я вообще этого не понимаю. Я беру нож под хлеб, потому что я не могу другим ножом хлеб резать. Я не могу мясо другим ножом резать. Овощи, там еще что-то. Ну, не могу просто. Непривычно, и все, рука не лежит. Хоть как ни крути. Ну, слушай, ну это просто уже, наверное, современное это все это дело. Нет, почему? Научена была вот раньше и как бы, не знаю, всегда придерживалась этому и привыкла к этому. Знаю, что вот на природе можно одним ножом пользоваться. Могу, да, не спорю. Если захочешь, правильно, да? Ну просто Если нет такого качества, как бы нарезки, да, Конечно, допустим, или конечно. как бы этого. Да, ну согласен, да, понятно дело. Это точно. На природе можно хлеб поломать. Ну да, конечно. Или взять, слышь, вот такой нарезной. Да, на природе можно вообще просто взять вот этот кусок мяса туда выделываться. закинуть в угли и похавать, конечно. А так, что по феншую надо вот так. Ну, надо так, да. Ну что, лучок пожарим. Ой, на костерке, ребят. На костерке-то это вкуснее в разы готовится все это дело. Тем более сегодня осина у нас, подкопченый такой запах будет.
Пильнем сейчас досочку. Что-то мы как-то неправильно. Ну, отлично. Борис. Ресторанная подача. Ресторанная подача, да, пенек. Как-то так? Сегодня взяли воду. Ну, обычно воду я не беру. Ну, паводок, ребят. Так-то мы летом не берем воду. Ну, берем воду, когда с дочкой тоже выезжаем. Как бы. Я лично для себя никогда не беру воду. Многие говорят, типа, не боитесь. А всю жизнь на реке вроде ничего не было. Нормально. Вот так вот. Куда ты знаешь? Сейчас куда-нибудь замутим. Давай в центре прям. Ставь, Борис. Да-да-да, прям туда. О. Все. Костер устойчивый, так что не упадет. Да, нормально куда-нибудь только установи и все. О. Лучок уже готов. Давай. Мясо. Давай. Сейчас, подожди. Это ты масло так мало добавил? А сейчас еще добавим еще. Жира там нету, да, говядина. Да. Еще добавим мясо, значит, ой, маслица еще. Вкусная будет штука. Опа. Двадцать пять, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 30, 34. 3-4 года, да? Да. Вот, ребята, смотрите. Мой ровесник. Ну, Вот по всем кольцам посчитай. плюс-минус. Ну да. 34, Кольцо 35 год. лет. Да. Вот так вот. А сейчас она упала. Долго-долго, конечно, дерево растет, блин. Долго. И бывают, знаешь, такие могучие-то, да? Стоят. Это, блин, такие вековые вообще. Там реально вековые. Больше века, а то и больше. Такие необъятные, блин. Есть такие, я знаю, тут даже пару деревьев, даже недалеко здесь отсюда одно есть. Вот такая сосна, блин, здоровая вообще. Мы около такое загадывал желание. Да. На корнях сидели. Ну, блин, закатик нам прям вещает. Круто. Ах, друзья, как же хорошо. На самом деле. Все, весна. В аккуратах тоже находишься, когда вот начинаешь, смотри, когда, то бишь, ну, все это угасает, потому что я до последнего на реке. И опять же, когда это все оживает, я опять же на реке. Да, неважно, может, рыбалки нету, рано, но опять же, с природой живешь, это очень, очень круто. Все сейчас начнет оживать, зеленеть. Чудо, ребята, чудо. Ладно, пройдусь, посмотрю, что у нас как с травой. И поставим лагерь. Ну, я имею в виду палаточку. Посмотрим. Тут вообще возле берега, блин.
Опа, ребята. Да мы с уловом, да вы че? Елец? А нет. Кто это? Подъездик, что ли? Точно. Нифига себе. Вот это да. Смотрите, все объедено на течение. Ну, значит, конечно, мы будем ожидать езя. Ё-моё. А мы с Фариской сидим, слышали, как будто звон какой-то. Смотрите, почистую крючки. Да, здесь вообще можно прям ожидать езя. Кошки возьмем. Ну, там такой. И пожарить даже можно. Нифига себе. О, дела. Прикольно. Вот так удонки ребята ловят. В такое половодье. Тут ни одна снасть не выдержит. Никакой фидер, никакой поплавок, никакая закидушка. Только донка с большим грузом. Объели, представляете, какой пучок был, и объели. Вообще он почистую. Крючки такие у меня средние. Вот рыба и секется как бы. Сколько она на крючке сидела. Не зря, ребят, садочек взял сегодня. Первая рыба сезона. Ну, уже я на лимбо-то ловил, скажем, да. Ну, так в целом. Пускай плавает. Если что, отпустим. А так кошки есть. Ну, ближе к яме, ребят, смотрите, они стоят. Стоят уверенно. Никуда не стаскивается все это дело. Ну, трава-то есть. Просто ее не тащит нифига. И здесь поводки, смотрите. Червяк весь живой. На течении рыбка. А здесь вон все живое. Как я насаживал. Вот так вот. Но здесь может налим быть ночью. Кого мы и ждем, по сути. Странно, конечно, мелочь. Нет, здесь тоже кто-то гулял. Лук, много лука. Ну все, друзья, у нас праздничный ужин готов. С видом на реку, на половодье. Под пение птиц, под закат. Немножко не успели, ребятки. Смотрите. Вот такая говядинка. А там картошечка. Шикарная картошечка. Юрина, давай накладывай. Уже так охота покушать. Ах, ребята. Вы не представляете. Это круче кинотеатра по-любому, 100%. А вот наружу уберем. У нас ужин великолепный, мне кажется. Просто
Круто. Немножко под закат не успели, да, Юрина? Ну да. Ну ничего. Бомба. Пушка, бомба, петарда. Вилочка. Все как полагается. Хлеба неохота. Хлеба неохота. Охота на настроение. Охота вина красного. Охота коньяка. Блин, давай, Юрина, снимай пробу. Сейчас. Ты должна первая сделать это. Чего? Это вообще клево. Клево? Это, Ну-ка, братцы, это так вкусно. я не доверяю. Подождите, сейчас я попробую. Картошка, мясо. Ну, То вообще. же самое. Смотри. Мяско, да, вот смотри, сколько как сварилось. Да ладно. Самое правильное, ребят, то, что, знаете, здесь вкус дымка, он реально есть, он присутствует. Да что выпьем? За прекрасный вечер. Да, За вкусный ужин. За то, что мы здесь. ну да, это точно. 1 на 1. Наконец. Это 100%, ребята. Давай, Ирина, за тебя. Без труда. Четко. Вообще круто. Ну что, говядина нормально подспела? Да? Угу. Ребята, в общем, не обессудьте, но очень вкусно. Так что мы сейчас падаем, просто покушаем. Ну и уже вечереет. Надо ставить палатку. Мы будем ждать звоночка. А да, налимчик-то должен быть. Белая рыба уже клюет, ребят. Так что, несмотря на половодье, место позволяет. Так что, может и обрыбимся. Все, приятного всем. Там поставь? Нет. Давай. Ну, держи. Да я вот что? Сюда еще. Не подними, так поставь.
А, палку, да? Селфи-палку? Да. Да, здесь это самый рычаг, какой должен на поднятие. Комары точно не кусаются? Смотри, сколько комаров. Смотри, я тебя спрашиваю, Офигеть, комары да? точно не кусаются? Да не должны. То есть ты точно не знаешь? Держи. А? Смотри. Все, ребятки, мы в своем доме. Сейчас ставлю печку сразу же. А он не хотел ставить печку? Ну да, я думал, опять будем выживальщиков себе строить. Нет, я так не хочу. Но мы шли к этому уже сколько времени, что было вот это, ребята, это столько денег бабок стоит, конечно. Но оно того стоит, согласись, Юрина? Да. Когда ты можешь вот так приехать, бахнуть и просто здесь, ну, Просто с собой дом привезти. да, и просто здесь можно неделю, ребят, обитать вот реально. Ну, гигиена за собой, естественно. Помыться, вот здесь можно и баню устроить. Кстати, мы скоро баню будем устраивать. Маленькая палатка, Алтайка. Мы будем там возить баню. И будем балдеть. Вот 100% так и будет. Жалко, не получаются длинные походы, потому что, естественно, надо работать. Получается совместные. Совместно не получается, да. Но у меня-то может получится. Ну, вот так в целом. Что-то типа того. Ладно. Растеваемся. Держи, Ларис. Спальничек. Коврики. Оба. Коврики. Оба. Две подушки. Еще спальник. Вот сюда. Вот так вот. А да. Люблю этот спальник. Капец. Наступают сумерки, ребят. И я достаю блогерский чемодан. Почему блогерский? Потому что здесь много всякого лишнего, ненужного рыбаку. Даже есть Ну, короче, тут у меня монокль, ребята. Всякие заряд. Да, это я ездил в Ярославль, у меня в сумке он брал. Скоро сумерки. Достаем фонарики. Не изменяю, ребята, Арматеку. Это самый, что ни на есть, самый, наверное, мировой фонарик. Это просто нет ничего лучше. Я сколько фонариков перепробовал. Я ночевал из зажигалки такой маленькой, которая, знаете, сзади, помнишь, такие были кнопки. Вот дошел до такого фонаря, который в районе 10 тысяч. Я полностью доволен. Но он у меня, ребят, все-таки один. Многие спрашивают, что за прожектор. Это просто китайский, ребята. Просто китайский. По форме найдете. Я, кстати, видел на Алике. Но единственное, то, что мы поменяли батарейки. Здесь стандартно синие идут, мы взяли самые мощные. На 3 суток нам хватает. Также здесь есть всякого разного. Пилы, там маленькие порубанки, провода, монокли. В общем, тут безмены, ребят. Все, что тут угодно, не угодно. Ну, в общем, как бы одному, да, хорошо, но я же с кем-то постоянно езжу, особенно с Лариской. В общем, мы решили заказать еще очередной фонарик, но с другой фирмы, конечно. В общем, вот посылочка пришла, и вот мы прям сегодня будем распаковывать ее. Сам фонарик, пакет, ну, вот как бы товарный, упаковочный. Скажу, ребят, фонарик дорогой, кусается цена, но, в общем, мы решили как бы пробовать вот именно что. Ну, потому что мы кучу фонариков перебрали, и, ну, вот одна рыбалка, 2 рыбалки, поломалась здесь,
там, сям. Он полностью заражен, замерз, и он не горит. В общем, мы столько намучились, и особенно, когда показать хочешь людям, что-то как, ну, допустим, я снимаю, нужен свет. В общем, короче, раскошелились еще на один фонарик. Это Ларискин, Феникс. Я посмотрел у одного блогера и, в общем, решил им написать, и, в общем, реально фонарик вроде как неплохой. Ничем не отказывают, ну, от этого. Ну, в общем, я не знаю. В общем, Феникс, ребята, марки HM61R. 1200 люминс. Ну, это имею в виду вот этот, вот именно эта вспышка. Там куча режимов, как вот в этом. Я даже до сих пор в этом не разобрался, но, в общем, куча режимов. 145 метров. То бишь, дальность луча. Производитель утверждает, что на первом режиме может проработать аж 400 часов. Я, конечно, не знаю. Возможно, как бы это надо все проверять, но будем смотреть, конечно. 2 метра, то бишь ударный, ну, противоударный, как и этот фонарик. И, соответственно, можно его отпускать в воду, и он также будет светить. В общем, давай рис распакуем, посмотрим. Короче, решили мы взять, в общем, чтобы у нас был второй подобный фонарик. Ну, я посмотрел обзоры и, в общем, был рад, то, что фонарик реально рабочий. И это очень прям неплохой фонарь. Опа. Видите, ребят, ну то, что качество, оно есть качество. Куча книжек всяких разных. В общем, здесь какая-то книжечка, инструкция, да. Соответственно, здесь еще какая-то книжечка, паспорт. Ну вот, в общем, пойдем к самому основному. Так, здесь у нас Зарядка. зарядочка. Я так понимаю, то, что магнитная, да. Магнитная маленькая. Вот у Арматека, ребят, смотрите, вот она, магнитная зарядка, вот она. Раз. Соответственно, здесь можно сравнить тоже. Но здесь тоже магнитная зарядка. Прикольно. Так, Ларис, давай расправляй. Ну и, в общем, сам фонарь. Так, здесь еще... ну бирочка, ребят, смотрите. Бирочка сильно сделана. Я люблю вот такие вот прям вещи. Ну, в общем, да, Феникс. Так, ну что, ага, так, скорее всего, надо закрутить, наверное, или выкрутить. Давайте посмотрим батарейку. Ну здесь стоит прокладочка, да, как у новых вещей, чтоб, ну, крутая батарея. Сколько, кстати, не посмотрел, товарищ? Нет. 1865. Так, в общем, здесь еще резиночка такая. Сюда, да? Давай ее сюда. Да, здесь стояла вот такая вещь. Маленький, удобный, такой же поворотливый получается. Прикольно. Так, ну все, резиночку сюда и крышечку закрываем. Угу. Так, кнопка загорелась какая-то. Угу, все, пошла возня. Бам, 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 бам. Габариты. Бам, бам. Ну, слушай, я тебе скажу, уже все понятно. Уже все понятно. Уже круто. Так, подожди, как ее... Ага, вот так, понял? Удерживаем, включили и погнали. Получается, вот это самое мощное, это диод. Раз, два, три, четыре положения. Ну, слушай, это да, это прям крутой. Удерживаем, выключили. То бишь, такое же налобное крепление. Вот так он открывается, достается, получается. Ага, смотри, здесь еще есть такая штука. Да. Ага, и вот получается, зарядка, вон она едет, с головы. Видишь? Угу. Круто.
То бишь можно, получается, раз. Да. И вот пойду сейчас донышки, ребят, проверять. Опа. Ковыряюсь. И все. У меня он прям светит. Круто. Кстати, да. Вообще прикольно. Так, ну и в общем получается обратное положение. Так, с правой стороны, да? Включение. Еще вот такой фиксатор. Ну, говорится, надень на голову. Посмотрим. Так. То бишь он так у нас. Мы его сейчас фиксируем, получается, по голове вот так. Ага, вот так. То бишь включили. И все. Как, смотри, светится. Да, и все. Отлично. Получается, выключили, удержали. Ну-ка я сейчас включу. Все, у него есть воспоминания, он на том же режиме остается, видишь? Не надо опять щелкать. То бишь мы включили на, вот, допустим, средний. Выключили его. Обратно нажимаем. И у нас опять на том же режиме, на каком он остался. Отлично вообще. Круто. Удержали. Слушай, ну супер. Теперь у нас 2 фонаря. Прям реально крутых. Ребятки, смотрите, хороший фонарь на самом деле. Ну, ценник, я говорю, за 10 почти. Ну, я думаю, стоит. Стоит, потому что мы и за 3 брали, и за 2 брали. И в концове мы просто каждый сезон надо фонарь, надо фонарь. И просто мы сейчас забыли эту тему. Я уже пользуюсь этим уже 1000 лет. И о фонарях просто забыл. Просто забыл. Все. Так что вот такой фонарик, ребят. Ну, в общем, ссылочку оставлю в описании. Переходите. Ну, понятное дело, дорого, но зато уже надежно. Я перешел от этого, то что давайте почаще, подешевле. Лучше переплатить, зато он реально выручает. И я знаю, что он в тайге меня не подведет. Вот именно, это же можно ходить 1000 лет, маленько подсвечивать и не понимать, о чем речь. А когда ты живешь в лесу день, два, 3, и тебе он подводит, и ты не можешь просто выйти из леса из-за того, что у тебя нет освещения, тогда уже понятно. Так что, в общем, ребятки, как-то так. Ну все, Юрий не прям вообще в огонь. Все, отлично. Теперь тебя не буду дергать, в туалет сбегать. Ну да, ночью. теперь у тебя тоже есть свой фонарь крутой. Огонь. Все, отлично. Сидим, ребята. Феникс, не феникс, а у нас вот поклевка. Слушай, там или рыба там такая интересная, или этот. Ага, рыба. Налим, Ларис. Есть, ребята. Первый. Наждала риску. Налимчик, ребята. Ну вышли. Вышли, засранцы. Значит, ночью будем ждать большого. А вот они, песчаные. На лемяшке. Он извинял. Да, мы сидим возле костра. А у нас вот звонок. Заглотил, слышь. Ох, вообще, брат. Тебе не отпустить. Смотри, какой толстый. Слышь. Вообще что-то нахавал, нахаванный. Нахаванный что-то вообще. Блин, смотри, вообще. Вообще там. Лодка пошла. В общем, не знаю, поранил немножко его. Ну так, в целом. Садок его на копилку. Позвенел, да. И лодка прошла.
Юрьевна у меня уже нормально приземлилась. Хорошо. Классно, да, Ларис? Вообще. Кстати, это как и прямой этот вопрос в лоб. Кстати, многие пишут, спрашивают, вот как бы этот, ну, как ты относишься, типа, то, что как бы я, ну, много времени провожу в лесу вообще, и там в целом не бывает дома. Ну, вообще, в целом, как бы, знаешь, бывает, ну, такая стратегия, то, что, ну, даже, может, у нас такое тоже было, то, что, знаешь, я завтра на рыбалку. Как, типа, ну, жена не пускает мужика на рыбалку. Как ты относишься к этому вообще? Что скажешь вообще на это? Ну, на этот момент. Кто я? Ты, да. Ну, так что, ну, что, Кто я? кто ты? Ну, Кто я? ты. Ну, так получается, то, что, ну, слышишь, я же очень много времени провожу, правильно, в лесу? На рыбалке. И я сплю, грубо говоря, 3 дня на диване, допустим, летом, 3 дня в палатке или где-то на берегу, правильно? Вот, я ответил просто стандартному вообще человечеству, то, что, ну, вот вообще тебе смотрят с городов, с разных, и как бы мне мужики вопросы задают, как относится у тебя, Лариса Юрьевна, то, что ты часто так выезжаешь по рыбалке, вот, и охота услышать с твоих уст вот этот вопрос, ответ точнее, почему, как бы, ну, ты относишься нормально, просто некоторых, допустим, жены не отпускают. Они говорят, типа, вы там поедете с мужиками, вы будете пить водку. Ну и вот в этом порядке. Понимаешь? Ну, давай начнем с того, что когда это все начиналось, я также не отпускала тебя. Как ты помнишь это? Ну, я тебе говорю, я говорю, у нас тоже такое было. Ой, да, у Ну, нас конечно. было с тобой такое. Я ездила до последнего. До последней недели беременности с Кирой я ездила все на рыбалку. То есть у меня было почти 9 месяцев беременности, то есть мне уже рожать, а я за неделю до родов, я все ездила, все его контролировала, потому что я знала, что он там выйдет с мужиками, пьют, гуляют, нормальные. Потом я как-то это осознала, ребенком занялась, все успокоилась. Захотелось ездить вместе. Конечно, бывают моменты, когда я не хочу отпускать. Есть, я не знаю, бзик такой бывает. Бывает, легко отпускаю, бывает, не отпускаю. Тоже женская логика, она не поддается никаким. Так что я не знаю, как это сказать. Могу отпустить, могу не отпустить. Но он меня не слушает, он все равно едет. Ну, как-то приходим все равно к общему мнению. Разделяем. Стараемся ездить вместе, стараемся. Не всегда это получается. Как этой зимой мы вообще практически не ездили вместе. Мы выезжали только 2 раза, наверное, да, получается? Да. Очень хотелось. Так что вот к 9 мая, я вот сегодня 7 мая, да, я сказала, все, давай едем. Потому что мне тоже это уже необходимо, мне охота было отдохнуть. Так что, девчонки, лучше вместе, серьезно. Чтобы не было никаких вопросов, подозрений и еще что-то. Лучше вместе отдохнули, просто вдвоем. Не с детьми, а вдвоем. И нормально. Так что всем вам этого желаю.